Сабралы Сатиев работает в санэпидемстанции Чаткальского района. По его словам, район считается отдаленным и труднодоступным. Кроме этого, в связи с тем, что зима здесь затяжная и суровая, не все автомашины могут ездить в таких условиях. Сегодня Сабралы Сатиев получил от Минздрава ключи от новой спецмашины более высокой проходимости. Я очень рад, что получили новую машину. Вы знаете, наш район высокогорный, и у нас есть населенные пункты, куда добраться очень трудно, а зимой вообще невозможно. Раньше у нас были ограниченные возможности доставки лекарств и вакцин в эти села. Теперь этот вопрос решен. 16 новых автомобилей для улучшения транспортировки вакцин и лекарств по Кыргызстану выстроились в ряд на старой площади столицы. Все эти машины отправятся в отдаленные и труднодоступные районы страны. Мы ГАВИ, это глобальный альянс вакцинации и иммунизации, к нему обратились. Они нам выделили 26 пикап Toyota, которая проходимость очень высокая. И сегодня мы раздали 16 машин и 20 числу еще 10. То есть мы распределили по всем труднодоступным районам. Они будут обеспечивать лекарствами, то есть базой, и вакцины. Автомобили предоставлены при финансовой поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации с целью улучшения доступа к медицинским услугам в отдаленных районах страны. В организации ЮНИСЕФ отметили, что на приобретение 26 спецмашин было потрачено 1 миллион 200 тысяч долларов. Мы передаем эти машины, чтобы улучшить транспортировку вакцин и лекарств. Мы и впредь готовы к сотрудничеству в плане иммунизации, закупки жизненно важных лекарств и, конечно, обучения специалистов по этим направлениям. Кроме этого, у нас есть и другие проекты, например, современные склады и логистика. Из 26 машин 16 уже распределены между районами. Остальные 10 прибудут в конце июля. Министр здравоохранения отметил, что по проекту Глобального альянса по вакцинам и иммунизации планируется строительство крупного склада на сумму 1 миллион 250 тысяч долларов. Эрмек Куренкеев, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.